Добрый день! Сегодня мы будем читать английскую сказку английского писателя Дональда Биссета «Путешествие Джо». Раз в год дочка начальника станции в Паддингтоне мыла крышу своего дома, и совы, которые жили на крыше, часто падали вниз, потому что крыша делалась скользкая. Вот совенок Джо решил, что когда в следующий раз придет пора мыть крышу, он уедет на денек в деревню к бабушке в гости. Кому ж охота падать с крыши? Он сел в поезд, который шел до бабушкиного дома. Паровоз звали Шервуд, а машиниста — мистер Босток. «У тебя есть билет?» — спросил мистер Босток совенка Джо. «Конечно», — ответил Джо и показал мистеру Бостоку свой билет. Они поехали. Как только приехали на бабушкину станцию, Джо побежал к бабушке. Он прекрасно провел день у бабушки на кухне и долго играл с водопроводным краном, журчит не журчит. Шервуд тоже неплохо отдохнул и подзаправился углем. А мистер Босток пил чай и ел хлеб с вареньем. Но ел он неаккуратно и испачкал вареньем рельсы. Поэтому, когда собрались в обратный путь, Шервуд не мог сдвинуться с места. Колеса прилипли. «Ох», — сказал он, но хныкать не стал. «Пуф», — сказал он, «пуф, пуф, пуф», но с места сдвинуться не мог. Мистер Босток позвал на помощь Джо, а Джо свою бабушку. И вот все вместе, мистер Босток и бабушка, Джо и бабушкин кот, которого звали Том, поднатужились, и Шервуд как был, так и остался стоять на месте. Тут Джо осенило. Ведь коты такие облизы. Да, кота. Вот Джо. И сказал Тому: «А почему бы тебе не облизать рельсы?» Том с большим удовольствием слезал с рельсов варенье и запил водой. Когда Джо вернулся домой на станцию Паддингтон, звезды уже потухли. Начинался день, и ему ужасно захотелось спать, ведь совы спят именно днем. Он взлетел на крышу и хотел прочитать на сон грядущий свое любимое стихотворение. «Гори, вечерняя звезда», но вместо этого у него получилось: «Гори, шервудская звезда, пусть мчатся в Лондон поезда, гори для кошек и собак, и для мальчишек-забияк, проснется скоро детвора, а нам, совятам, спать пора». Вот такая сказка. И давайте мы с вами представим, нарисуем главного героя, совенка Джо. Вот такой совенок получился. Можно попросить старших, чтобы они вам нарисовали или распечатали, да, такого совенка. И вы его закрасите сами цветными карандашами или красками. Можно, да, вот, например, совенка сделать вот таким вот светло-синеньким, носик и лапки покрасить ему красным или оранжевым, вот тут вот вокруг глаз желтым. То есть как хотите. Главное, чтобы у вас получился веселый совенок, и чтобы вы могли играть с ним.